Черное озеро. Казанская Лубянка. Улица Дзержинского, проходящая вдоль парка Черное озеро, с первых лет советской власти известна располагавшимися здесь зданиями НКВД, а затем КГБ и МВД. Это было самое крупное нападение на инкассаторов в Татарстане за все время существования банковской системы. Но в те годы это был еще и вызов государству. Деньги казны – это государственное имущество. В 70-х служба инкассаторов не имела ни униформы, ни своего транспорта. Никому и в голову не приходило, что советский человек может решиться на ограбление Госбанка. Выручку собирали на дежурном такси. Случайная машина приезжала к банку. Никто даже не интересовался, кто за рулем. Такие были времена. Осень 71 года выдалась на редкость холодной. Выпал снег. Хотя, я знаю в Казани место, где в октябре было очень даже жарко. Улица Декабристов, 186. Меня поставили вместе с Нигматуллиным на обслуживание инкассации. Наша машина должна была быть, но водитель отпросился, должна была такси подъехать машина. Этой машины тоже не было. Ну и нам, значит, Петр Иванович, он сказал, говорит, идите, говорит, выйдите на улицу, говорит, может, какую найдете машину такси. В 21:30 инкассаторы забирали выручку у кафе «Осень». Преступники знали, что это последняя и самая слабая точка маршрута. Внутренний двор. Дневная выручка уже вся собрана. В мешке к тому времени было 66 654 рубля. Один из инкассаторов отправился за кассой в кафе. Дверь снаружи заблокировали доской. В это время второй бандит держит на прицеле таксиста и инкассатора, который сидит в машине. Но в этот день все пошло не так. Преступники переигрывают сценарий и решают угнать такси с выручкой. Американский боевик, а не советская реальность. Преступники явно начитались западных детективов. Я буквально там был около минуты, не более. Стал выходить, открываю дверь, она не подается. Я еще раз, она опять не подается. Я еще раз. Третий раз только хотел плечом, как говорится, опять все приударить и открыть дверь. И слышу протяжный голос вот моего этого инкассатора. И он называет мою фамилию Григорян, вот так вот. И вот я даже сейчас говорю, у меня самого это дрожь берет еще. Я достал наган, курок взвел, в правой руке у меня наган, в левой сумка инкассаторская. И я уже бежать через весь зал. Вечером там уже, это не кафе становится, а ресторан уже. И там играет живая музыка, вот народу много, там, ну, веселятся люди. Спустились и побежали в арку. В арку пробегаем, смотрим, нашей машины нет 21 «Волги». А этот Мансур Нигматуллин лежит. Я говорю, Миша, миленький, что случилось? Он, Жора, скорее сними с меня с кобуру, говорит, и скорую помощь вызови. В оперативные службы 02 и 03 сигналы поступают одновременно. Инкассатор Григорий Григорян сообщает, напарник Нигматуллин получил 3 пулевых ранения, истекает кровью. Деньги исчезли, водитель вместе с такси тоже. Первое подозрение – водитель такси оказался сообщником преступников. У шефа угрозыска МВД ТССР Казимира Николаевича Новикова было потрясающее оперативное чутье. С первых дней расследования складывалось впечатление, что он сам во всем разобрался и просто ждет, пока его коллеги догадаются, а преступник сознается. Также уверенно и спокойно он раскручивал дело инкассаторов.
одно из самых масштабных расследований в его жизни. Дело уникальное по числу привлеченных к расследованию сотен оперативников и тысяч агентов внештатного аппарата в Казани, Москве, Риге, Ленинграде, Одессе, Киеве и Ялте. Дело в том, что Казимир Николаевич очень любил играть в шахматы. Гроссмейстер по раскрытию уголовных дел. Надо, значит, себя поставить на место противника обязательно и проигрывать взглядом, умом свои ходы наперед. Выдвинуты десятки версий, по каждой работают опергруппы. Версия номер 1 – преступление совершено молодыми людьми, ведущими красивую жизнь. Версия номер 2 – преступники-рецидивисты, судимые за дерзкие преступления. Версия номер 3 – преступники имеют сообщников среди инкассаторов, работников Госбанка, таксистов. Одна из активных версий – преступление совершено гастролерами, людьми приезжими. В 1971 году, когда это случилось, я был командиром боевой комсомольской дружины по борьбе с преступностью имени Феликса Эдмундовича Дзержинского. Мы получили также ориентировки, значит, о совершенном данном преступлении и получили рисованные портреты преступников. По этим фотороботам мы сравнивали тех молодых людей, которые находились на вечерах отдыха молодежи, на улице, в других общественных местах. Значит, коли это был Приволжский район, это рабочий, много заводов, заводчан. На место преступления выехал министр внутренних дел ТА СССР Епеев. Введен план «Сирена». Все дороги Казани перекрыты. Казалось, преступникам не уйти. Но это было только начало долгой охоты. К полуночи во дворе дома номер 5 по улице Ибрагимова найдена «Волга». В салоне расстрелянный в упор водитель Халитов. Преступники с деньгами исчезли. Сирена не сработала. О нападении срочно доложили в МВД СССР. Из Москвы командировали бригаду следователей по особо важным делам. Версий было очень много. Отрабатывались буквально каждый подозрительный человек, у которого либо была попытка купить автомобиль в то время, либо человек, у которого было много денег. Магазин «Автомобилист» на Ямашева. Там стоял наряд милиции, который буквально всех задерживал. И попали два, отец и сын, приехавшие из Прибалтики, с большой суммой денег купить этот автомобиль. Но, слава богу, им повезло, потому что на день инкассаторского ограбления они еще находились у себя в Риге и не могли физически находиться в Казани. То есть у них были на руках железнодорожные билеты. Наиболее активно работа ведется и по версии «Таксист». Задерживают и допрашивают таксиста Александра Прошагина, который без уважительной причины не вышел работать в свою смену, хотя именно он должен был сидеть за баранкой «Волги» в тот вечер. Совпадение? Случайность? Убитый Равкат Халитов был вынужден выйти в чужую смену и получил пулю в лоб. Угрозыск не верит в совпадение. А прогульщик накануне трагедии почему-то не ночевал дома, а после ограбления запил. Много времени провел он на допросах, но оказалось ложный след. У парня, видимо, просто сработала интуиция. Все таксомоторные парки глушили моторы. За несколько суток опера опросили 2000 казанских таксистов. В мероприятиях задействованы военная комендатура, КГБ, военные прочесывали лесные массивы, опергруппы в аэропорту и на вокзалах. Впервые решено объединить усилия сыщиков, следователей и аналитиков. Создана аналитическая группа по обработке поступающей оперативной информации. Штаб подводит итоги. Проверено 83 тысячи человек. Задержано 116 объявленных в розыск преступников. Раскрыто 131 преступление. Изъято 209 стволов. Задержано 1650 бродяг. Информации слишком много, но вся не та. Ее приходится просеивать, как золото сквозь песок. Ценность данных сомнительная. И ничего по делу. Ни одной зацепки. Становится ясно, преступники смогли выбраться из Казани. Рано утром они пешком пошли к болотам. Там закопали деньги. Едва потом не потеряли место. Остальные растолкали по карманам.
Утром пошли в детский мир, купили себе приличные костюмы и сразу же уехали в Верхнюю Туру, в плацкарте, незаметными, скромными пассажирами. К тому времени результат был и у экспертов. Удалось установить, стреляли из стабильного оружия. Значит, преступники ранее уже совершили нападение на человека в погонах. Это был уже весомый след. Не столь часто в СССР говорили табельные Макаровы. После совершения этого ограбления инкассаторов все дома близлежащие тщательнейшим образом осматривались. Оперативными работниками всей группы было обнаружено место, где они жили. Ну, как бы лежанка там. Обнаружена была хозяйственная сумка большая, маленькая книжечка «Спутник водителя». Это все изъяли. На них мы обнаружили следы пальцев рук. Там же в сумке был обнаружен очешник для очков. Он был приспособлен для ношения оружия. Для того, чтобы напасть на инкассаторов, им необходим был пистолет. Как говорил Сидоров, нормальный человек на пушку не попрет. Поэтому пистолет они решили взять в Киеве. Выбрали милиционера, который стоял у Киевского горосполкома на Крещатике. Решили сбить его ударом с ног. Вот. Удар получился, но, видимо, не такой сильный, как бы хотелось Сидорову. Вот. После этого удара милиционер смог встать. Вот. Оказывал, видимо, какое-то сопротивление. Тогда его младший товарищ Казаков подбежал и нанес 8 ножевых ударов в шею, в грудь, в живот. После чего милиционер уже перестал сопротивляться. У него они забрали пистолет Макарова с полной обоймой. И в ту же ночь уехали в Одессу на крыше поезда. Удается установить происхождение автомашины, брошенной преступниками на месте преступления. Оказалось, она угнана из частного гаража в Горьком. Находятся свидетели, слесари, которые помогали перебивать номера. Их свидетельства бесценны. По показаниям уточняется описание внешности преступников. Ситуация проясняется. Вооруженное нападение совершили гастролеры. Казимир Новиков несколько дней не уходит с работы домой. Думать, думать – приказ тех дней. Он часами разговаривает с единственной свидетельницей Татьяной Морозовой. Узнает все, что она видела до мельчайших подробностей. Как двигались, что говорили, как смотрели. Пытается понять стиль мышления, мотивы. Особое внимание обратите на глаза. Глаза у того были больше. Составляет психологический портрет преступников. И брови не те, у того были сросшиеся вот здесь. И фоторобот, который потом сработает. Море, Ялта, парни жили красиво, как в кино. Весело проводили время, катались на яхтах, танцевали в ресторанах. Юра и Вадик любят красивую одежду, хорошо поесть и потанцевать. В свободное время Юра читает детективы. А Вадим, немногословный такой суровый, отрабатывает удар. Он боксер. Немыслимо трудно было добиться, чтобы фотороботы преступников показали по ТВ. А чтобы трансляция пошла по всему СССР, это же все равно, что подписаться в собственном бессилии. Сами найти не можем. Граждане, помогите. Позор. Но случай из ряда вон. Новиков выговоров не боялся. За раскрытие банды тяп-ляпа ему уже грозили потери партбилета. В этот раз тоже пугали. Дело в том, что у него были учителя хорошие. Полковник Бекмухаметов, а потом Нестеренко Дмитрий Ксенофонович, Горский Михаил Филиппович. Значит, уважаемые люди, это участники Великой Отечественной войны.
Они, значит, освоили эту профессию сыщика, так называемого, и все самое хорошее, лучшее Казимир Николаевич перенимал от своих учителей. При разгульном образе жизни деньги быстро закончились. Гастролерам пришлось вернуться в Казань за оставшимися в тайнике на болоте деньгами. И снова на курорт. Вот где можно потратить деньги. Вот где свободная, красивая жизнь. Новиков активно разрабатывает эту версию. В 1973 году по делу кафе «Осень» на Черноморское побережье была командирована следственно-оперативная группа в составе Бочковского, Новикова, Кузина. Мы вместе с ними выезжали в Ялту. Вот снимок, где Бочковский, старший следователь прокуратуры республики, и я как эксперт изымали вот это вот оружие. Там на месте отстреливали оружие. Я проводил экспертизу по баллистике, Латыев – дактилоскопическую экспертизу. Были основными доказательственными базами в раскрытии этих и в уличении и Казакова, и Сидорова в этом преступлении. 14 марта 1973 года. В Ялте цветут каштаны. Природа в ожидании лета. Бандиты расслабляются, живут уже не оглядываясь, расплачиваются крупными купюрами. Купюрами, которые пахнут плесенью. Ваше здоровье. Сначала на беседу к сыщикам попадают две барышни – Зина и Люда. Обе девушки – симпатичные официантки местных ресторанов. С ними преступников связывают красивые отношения. Щедрые кавалеры завалили их цветами и подарками, шубки, ювелирные украшения. У девушек есть все, о чем можно только мечтать. Но знали ли они, что деньги у их молодых кавалеров краденые? Наверное, догадывались. Девушки, понимая, что им за недонесение грозит реальный и очень приличный срок, начинают сотрудничать, помогать следствию. Выезжала наша группа уже после того, как они были задержаны сотрудниками Ялтинского уголовного розыска, которые, получив информацию от одной из девушек, с которыми общались Казаков и Сидоров, отследили этих двух подозрительных лиц, которые каждый вечер в ялтинских ресторанах отдыхали, сравнили их с нападением на инкассаторов в Казани и, поняв, что это те самые люди, приняли решение о их задержании. При задержании 27-летний Юрий Казаков сразу же во всем сознался и показал тайник, в котором лежал Макаров и деньги – 7500. С другим фигурантом Вадимом Сидоровым дело обстояло сложнее. Он до последнего отказывался говорить, все отрицал, даже на суде шел в отказ. А после приговора совершил попытку бежать из тюрьмы. Судя по темпераменту и психотипу, именно он был организатором, лидером. Из 66 654 рублей, которые они забрали у инкассаторов, на момент задержания у них оставалось уже всего лишь 7500. Этих денег уже было маловато, и Сидоров сказал, что будем грабить Сбербанк. То есть они планировали новые нападения, и вот когда вот этот их последний круиз по Черному морю, перед тем, как их задержали, этот круиз, он начался с тоста. Раз получилось один раз, получится и второй. За это и выпьем. То есть планы были грандиозные. Я думаю, что они никогда бы не остановились, тем более за плечами у них уже было 2 трупа, в том числе один из них был милиционером, то есть по советским временам это смертная казнь однозначно. Их вряд ли что-либо остановило, и слава богу, что вовремя их уголовный розыск задержал. Задержанных этапировали в Казань. Здесь их опознала та самая Татьяна Морозова.
чудом оставшаяся в живых тем осенним вечером. Говорят, деньги не пахнут. Это неправда. У этих молодых и щедрых парней деньги пахли. Это тоже был след, который вывел на преступников. Внештатные осведомители, работающие в отелях и ресторанах советских курортов, стали доносить на приезжих парней, что те расплачиваются гнилыми деньгами. Уже потом сыщики поняли, что преступники спрятали мешок с деньгами в болоте на месте нынешнего Парка Победы в Новосавиновском районе. Для того, чтобы задержать преступника, надо сначала собрать доказательства, только после этого проводится вот громкое, значит, это задержание. А вот наша работа, рутинная работа, но они уже на основании накопленного материала уже позволяют раскрыть, как говорится, доказательственная база, сбор доказательной базы. С Казаковым проводится следственный эксперимент, который один из первых фиксируется на видеокамеру. Новиков на этих мероприятиях – активный дублер следователя. Для него это бесценная возможность понять мир преступника такого масштаба. На суде Сидоров выкрикивал с места в адрес свидетелей какие-то неприличные реплики, за что бесконечно останавливался председательствующим. Казаков, наоборот, просил прощения у всех тех, кому он причинил такое горе. Причем на суд пришла жена таксиста Халитова и сказала, что она осталась с 2 детьми, и ее пенсия за убитого кормильца семьи составляет всего 48 рублей. Это для сравнения, что они похитили больше 66 тысяч. После того, как их приговорили к смертной казни, оба, и Сидоров, и Казаков, писали прошения о помиловании, которые были отклонены. Но в изоляторе у Казакова, видимо, сила воли была послабее, и когда пришли его расстреливать, он уже встать на ноги не мог, он уже ходил под себя, то есть выносили его на руках. Вот. А у Сидорова, у него вот этот вот бандитский кураж до конца его не покидал, и когда его вели по коридору на расстрел, он услышал, что взводится курок, и сказал тому, кто будет стрелять: стреляй сразу в сердце, не порти лицо. В целом, я согласен с приговором суда. Я заслуживаю самого строгого наказания. Я понимаю, что совершил очень тяжкие преступления. Ничего уже не исправить. И все же, я прошу вас сохранить мне жизнь. Мне был вынесен несправедливый, жесткий и страшный приговор. Но эту кровожадную скотину Казакова надо знать немного получше, чем это кажется следствию суду. Я готов как проклятый трудиться до конца своих дней, чтобы вернуть государству те деньги, которые я истратил. Ради всего святого разберитесь, умоляю вас. Им было уже около 30. Но что 2 сильных, красивых, умных парней успели в этой жизни сделать? 2 убийства, десяток ограблений, угоны, разбой. Месяцы, годы погони, бессонные ночи, полные страха. Спустя ровно 3 года после ограбления, осенью 1974 года, приговор был приведен в исполнение.